Что у нас с Кыргызстаном, да? Какая у нас сейчас ситуация? Ну, по ВВП у нас все так же. Получается, что что-то около $1200 на душу населения. Мы выше Таджикистана, но в основном все остальные страны Центральной Азии, Европы, сопоставимые по территории экономики страны, и страны Восточной Европы, да, они, конечно, выше. Ну, для сравнения, вот Норвегия, Эстония, та же самая, да, Великобритания здесь указывается. Что касается роста цен, да, индекс роста цен, ну, цены растут очень сильно последние годы. Наблюдается, да, вот Кыргызстан вот примерно здесь. Вот эта линия Кыргызстана, цены очень быстро растут в стране. И что касается инфляции, ну, инфляция у нас, годовая инфляция, Всемирный банк говорит, мы здесь 1,84 годовая инфляция, но фактически, я бы сказал, 30-40%. Происходит шринфляция, инфляция. Кусок хлебушка 5 лет назад, 3 года назад стоил, ну, например, там, от 14 до 18, 18 сомов стоил, да, 3 года назад. Сейчас вы его возьмете за 24. Если, например, вы побольше какой-нибудь хлеб поплотнее взять, раньше 20, сейчас он уже до 32 дошел, да, по цене. Если вы, например, у вас стандартная машина, и в ней 75 литров, ну, не учитывая 10 литров не заканчивающегося бензина, когда загорается, да, чек, чтобы заправить, ну, 3-4 года назад, например, вам требовалось 2500 сом, сейчас вам нужно 4,5, 4600, да, примерно, тысяч сом, чтобы сделать полный бак. Переходите все на электромобили, потому что электромобили, ну, вы заплатите за такой же объем дороги, за такой же, ну, где-то 300 сом, наверное, да, там максимум 800, минимум 300 сом в месяц. В месяц. Накатывая все те же километры, вы заплатите. Поэтому, если бы мы все перешли вдруг в один день на электромобили, то очень значительная часть экономики освободилась под денег. А то представляете, сколько вот $1000, да, там порядка, я не знаю, 1 миллион тонн топлива мы сжигаем. Получается около 700 миллионов или около миллиарда, по сути, да, около миллиарда долларов мы отправляем только в одну страну за год. Представляете, $1 миллиард. Наш бюджет это 2,5-3 миллиарда долларов, да? Треть нашего государственного бюджета. Наш бюджет, получается, наш ВВП, да, 7 миллиардов долларов. То есть десятую часть, да, чуть больше, чем десятую часть нашего бюджета мы просто пуляем в одну страну, чтобы просто оплатить топливо, да, чтобы у нас все двигалось в стране. Поэтому надо думать об электро. Напряженность в обществе накапливается, но она такая слабая. Вот, например, у нас есть СККМ, да, предприниматели в регионах, они говорят, что мы хотим просто платить патент, не отчитываться ничего, давайте на том и останемся, мы не хотим. Правительство говорит, нет, мы хотим вас вывести из тени, да, поэтому все на ККМ, все регистрируйтесь, все давайте платите реально ваши налоги. Люди не хотят платить налоги, я их спрашиваю, а почему вы не хотите платить налоги? Говорят, не верим. А почему вы не верите? Ну, удобно же не платить налоги. Потому что, говорят, администрирование нужно, чтобы было высокое доверие. Если будет высокое доверие, будем платить налоги. Ну вот, вопрос не решен, да, вопрос должен быть решен. Вот такие вот моменты. Так что, как мы их порешаем, тоже вопрос, да. В целом, что у нас с экономикой? Я вижу, что, ну, я оптимистически преисполнен оптимизма, да, экономика медленно очень развивается, люди еще пока в социальное напряжение не ушли, и, наверное, будет все окей. Но мы как вареная лягушка, да, то есть очень медленно все развивается, из-за этого мы очень медленно развиваемся сами тоже. В целом хотелось бы быстрее, да, хотелось бы, чтобы наш уровень ВВП все-таки достиг там 7-10 тысяч долларов на душу населения. И тогда уже можно поговорить о более серьезных вещах, о культуре, о космосе и так далее. Да. Вот пока мы же вот там, где я вот показал на графиках. Такие дела, так что будьте на канале, там задавайте вопросы, какие показатели были бы вам интересны, пишите в комментариях. Вот кто там 2-3 комментария по одному показателю будет, я по нему сразу сделаю отдельное видео.